Планируется ли продавать воду в соседние страны и как обстоят дела с ней в 2024 году, рассказал замминистра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и по совместительству глава службы водных ресурсов Алмазбек Сакеев. В этом году у нас, как вы видите, осадков в достаточном количестве было. И плюс у нас еще водность была очень хорошая. То есть в мае месяце, в июне месяце у нас воды было достаточно. Поэтому у нас в этом году нагрузка на водохранилище была не такая большая, как в прошлый год. В этом году у нас план мы по подаче мы увеличили, мы его до конца года выполним. То есть, чем предыдущие годы у нас воду мы больше подадим где-то на более чем 10%. Это результат того, что мы ведем работы по ремонту, очистке наших каналов. То есть мы до самого фермера стараемся больше воды подать. И плюс у нас, соответственно, водность и осадки. Недавно сам Минводсельпром давал новость о том, что в этом году было меньше подано воды, получается, фермерам. А с чем это связано? В этом году? Да, то есть Нет. вы говорите, воды много, но сам Минводсельпром говорит, что получается 645 миллионов кубов подали, это на 82% меньше отставания от плана. Да, эта информация была на тот период времени, когда у нас было 82%. Ну, у нас водоподача еще продолжается, у нас вегетация еще идет. Я думаю, что мы выйдем на планируемую цифру. Ну, смотрите, по сравнению с прошлым годом у нас больше водоподачи. А мы же план этого года еще подняли же, по-моему, на 10%. Вот мы должны еще на 10% больше воды подать. Это имеется в виду 82% на уровне плана, который мы это составили. А на уровне прошлого года у нас водоподача выше. И я думаю, что на тот план, который мы поставили в задачу, мы на этот план выйдем. А могли бы рассказать актуальную информацию о том, сколько воды сегодня в главных таких водохранилищах, которые относятся к вашему ведомству? Это Кировское водохранилище и Ортотокойское. Ну, на сегодняшний день у нас какой объем? Ортотокойское водохранилище на сегодняшний день порядка 60 миллионов еще есть. В том году вы знаете, что в это время уже практически воды не было, уже работали на живой сток. Я думаю, что к концу вегетации у нас останется порядка 30 миллионов, что это с переходом на следующий год. Что касается нашего Кировского водохранилища, там у нас порядка более 200 миллионов имеется. Я думаю, что по нашим подсчетам к концу сезона где-то 160-170 миллионов еще останется. Представьте, в том году у нас 3 августа было у нас уже мертвый остаток был 6 миллионов. В этом году у нас останется, мы думаем, что где-то 160-170 миллионов. То есть год очень благоприятный. И на следующий год мы, значит, в том году мы раньше начнем вегетацию. А сколько воды было подано в Казахстан уже? Ну, она подается по графику. Сколько мы подписали, столько мы и даем. Какие объемы в этом году? Ну, порядка 100, по Чую, по-моему, около 180 миллионов. И по Кировке у нас около 380, по-моему, миллионов по плану. Вот этим году мы и подаем. Просто я задаю этот вопрос тоже, потому что многие в народе говорят, что, возможно, воду продают. В Казахстан в прошлом году было много разговоров. Вы как-то могли бы тоже сказать, что очень сложно комментировать. У нас в системе работает более 4500 человек. То есть возможно, что кто-то где-то сливает? Нет. Вот у нас работает около 4000 человек, и они все с возмущением мне спрашивают, на каком основании так говорят. Если мы... Ну, какая страна может... Вот мы же все патриоты своей Родины. И казахская сторона, и узбекская сторона, кыргызская сторона. Каждая сторона будет защищать свои интересы. Кто может просто так воду им отдавать? Это очень большие... под большим контролем, во-первых. Во-вторых, это... А как это контролируется? У нас датчики стоят.
Это все в онлайн-режиме мы все видим. Не нужно там ездить, смотреть, там, сколько идет, мы это все видим. И их сторона видит, и мы видим это все. Что по Кировке, что по реке Чу, у нас там таких вопросов не возникает. И в том году я тоже чуть эмоционально говорил, что кто-то может просто так говорить, а для нас это очень является такой чувствительным вопросом. Потому что наши ребята круглые сутки работают, чтобы наши фермеры обеспечить, а потом кто-то заявляет, что воду куда-то там сливаем. Но это очень такое безответственное, я сказал бы, такое заявление, что кто-то там что-то там делает. В сегодняшнее время век новых технологий, я думаю, что это... Ладно, если бы это было 20 лет назад, там... А 20 лет назад такое встречалось? Я думаю, что вряд ли. А сейчас тем более. Сейчас же это все у нас оцифровано, это все видно. Также в народе постоянно спрашивают, у нас комментарии пишут, почему мы не продаем воду. Казахстан. В частности, говорят, мы даем им воду по соглашениям советским, по которым они должны были нам давать нефтепродукты, другие товары. А сейчас этого уже нет. Ну, это тоже такое имеет место быть, это мнение. Почему? Потому что в советское время действительно это был товарообмен. На сегодняшний день товарообмен восстанавливается. Ну, то, что они перечисляют нам на какие-то работы совместного пользования, допустим. Это же приграничные. Да, это приграничные, где объекты совместного пользования, так скажем. Вот они обеспечивают эти... Почему на другие объекты не дают? Ну, потому что на других объектах мы воду же им не передаем, мы же только для себя используем. С нашей стороны. Нет, та вода, которая, по тем каналам, которые мы вместе получаем, то они вместе содержатся. Но на этот вопрос я вам, к сожалению, не могу прям ответить. Почему? Потому что есть моменты, которые мы не можем вам говорить. Но я вам хотел бы сказать, что на это все это время нужно время. И когда придет время, мы тогда все поймут, о чем мы хотели бы сказать. Здесь есть много чувствительных вопросов, которые мы тоже не можем просто так заявлять. Но самое главное в нашем регионе, чтобы мы все страны региона были водообеспечены. Вот это наша главная задача. Это первый вопрос. Вторая наша задача, чтобы, как вы говорите, чтобы уже страны нижнего течения нам компенсировали это все. Вот над этим работа идет. А как-то в этом году было пересмотрено соглашение? Да. Вы говорили, они платили 300 тысяч. Ну, допустим, Узбекистан ежегодно на 30% увеличивает по умолчанию. Казахская сторона в этом году тоже увеличила, но мы требуем, чтобы... Какая сумма? Порядка 180 миллионов тенге. Это увеличение было 119, ну где-то получается сколько там, тоже на 40-50% увеличилось. Но мы задачу ставим такую, чтобы эта сумма была увеличена на минимум 5-7 раз. Потому что мы готовы вкладываться, и они должны вкладываться. В этом направлении мы тоже, недавно только у нас было заседание комиссии, на этой комиссии мы этот вопрос подняли, и казахская сторона тоже готова это предложение принять. Ну, есть соответствующий документ, который мы друг другу сейчас передаем и готовим. Вы раньше говорили, что казахская сторона больше проводит работу на эту сумму, чем выделяет вам. И вам было бы удобнее, если бы она эту сумму направляла. Этот вопрос тоже на заседании обсуждается. Это мы тоже прописали это все, чтобы они перечисляли наличными средствами, то есть перечислением Минфина, а уже с Минфина выделялись средства на ремонт. А почему это удобнее? Ну, потому что расценки в Казахстане, во-первых, выше, во-вторых, чтобы им сюда приехать, транспортные расходы есть. И в-третьих, самое главное, мы говорим, что мы уже давно перешли на такой хозяйственный способ. То есть мы не нанимаем компании, мы сами ремонтируем. То есть эффективность будет минимум в 2 раза лучше, чем, допустим, они делают. Дешевле будет и больше работы можем выполнить. А какие сегодня проблемы имеются именно в вашем департаменте, вот в вашем ведомстве, которое вы курируете, с кадрами, с зарплатами? Что можно было бы улучшить для повышения потенциала
Ну, самая большая проблема у нас была финансирование. Финансирование нам на наши объекты, вы знаете, вот последние 3 года хорошо увеличили, их ежегодно нам увеличивают. Зарплату мы в том году со стороны государства подняли нам, но нам нужно еще поднимать. Зарплаты очень невысокие. В среднем в регионах у нас получают там, от 15 до 30 тысяч. Это небольшая зарплата. Поэтому, вы знаете, мы сейчас работаем над тарифами. Я думаю, что этот вопрос можно быстрее решать, но, к сожалению, у нас в стране, чтобы тарифы пересматривать, это надо очень много доказательной базы, обоснование надо готовить. А в какую, получается, как вы хотите повысить? Она не повысится, наш государственный тариф очень и очень низкий. Это 3 ТИНа, это, там, вы знаете, что она 28 лет. Имеете в виду для фермеров или для Для граждан? фермеров, для всех. Вот смотрите. Для граждан тоже. Да, здесь надо объяснить, что до этого фермерам мы подавали до населенных пунктов, а в населенных пунктах уже ассоциации водопользователей подавали. Да. Сейчас мы все каналы хотим на свой баланс забрать, и фермеры мы уже сами будем подавать. Но будем подавать воду по тарифам ассоциации водопользователей. То есть, в принципе, для крестьянина, для фермера там повышения не будет. А для нас это будет увеличиться поступление в казну. И эти средства мы забирать не будем, а эти средства останутся в регионах. То есть это останется на увеличение заработных плат и на ремонт хозяйственных каналов. И получается, ассоциации водопользователей уже не будет. Да, их не будет. Мы уже сами будем от источника и до фермера сами будем отвечать.